Недавно стало известно о планах Коммунистической партии Китая по застройке новых тюрем в Восточном Туркестане. По сообщениям Bitter Winter были раскрыты некоторые секретные документы китайского правительства по застройке, реставрации и увеличению числа тюрем в Восточном Туркестане, подписанные Си Цзиньпинем. Документ, раскрытый в апреле, содержит планы по усилению и замене тюремных правил, проекты по созданию психиатрических тюрем, оборудованных передовыми технологиями, которые будут применяться для психологического и неврологического воздействия на заключенных, не разделяющих идеологию центрального правительства, а также китайского национально ориентированного видения страны. Пытки китайских правоохранителей над заключенными в Восточном Туркестане не прекращаются. Семьи подвергающихся пыткам Базаргуль-Каден, которую посадили в лагерь по причине того, что она носила платок и совершала намаз, а также Нурбола Букай-Коджа, являвшегося имамом, ждут помощи от международного сообщества. Нурбол Букай-Коджа, родившийся в Казахстане, не единственный имам, которого задержали китайские власти. Его брат Елбов Букай-Коджа, являющийся гражданином Казахстана и проживающий в Турции, сообщил, что его брат был задержан в 2018 году. В апреле 2019 года семья Нурбола получила информацию о том, что его приговорили к 5 годам лишения свободы. Сразу после ультиматума Китая военный корабль США, оснащенный крылатыми ракетами, демонстративно проплыл через Тайваньский пролив. В свою очередь, Китай также увеличил свое военное присутствие в Южно-Китайском море, где США свободно патрулируют регион. Одним из важнейших моментов американо-китайских отношений, которые были напряжены из-за экономической войны, стал Тайвань. В среду в Китае обнародовали официальное заявление, в котором США были обвинены в угрозе стабильности в мире, а также был рассмотрен вопрос поставок американского оружия в Тайвань. В Пакистане сторонники оппозиционных партий вышли на улицы Исламабада, Карачи, Лахора, Пешавара и Кетта для антиправительственных протестов. В акции приняли участие тысячи пакистанцев, недовольных экономической политикой премьер-министра Имрана Кхана. Выступая в Кетте, лидер партии Мусульманского союза Марьям Наваз призвала госучреждения, имена которых она не назвала, не противостоять против народа Пакистана ради неадекватного правительства. После поступления сообщения о том, что Северная Корея провела испытание 2 ракет ближнего радиуса действия в Японском море, высокопоставленные представители южнокорейских сил безопасности заявили, что вероятнее всего Северная Корея провела испытание нового типа баллистических ракет и выразили глубокую обеспокоенность данной ситуацией. Представители Южной Кореи сообщили, что окончательная оценка ситуации будет сделана после совместного расследования с США.